Главные новости республики на ТНВ. Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. И сегодня мы поговорим о мировой энергетике, тем более, что для этого есть отличный повод. Совсем недавно в Москве завершился международный форум «Российская энергетическая неделя», посвященный анализу тенденций мирового ТЭК, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики. Это действительно глобальное мероприятие, которое собирает лучших экспертов и практиков отрасли в одном месте. Среди его участников не только ведущие аналитики, экономисты и финансисты, руководители крупнейших энергетических компаний, но также главы государств, российских регионов, министры, ученые. Татарстан был представлен на главном энергетическом форуме года солидной делегацией во главе с президентом Рустамом Миннихановым. В обширной и насыщенной программе было не только участие в пленарной части Российской энергетической недели, но и целый ряд панельных дискуссий, множество встреч. Но и самое для нас важное и приятное, именно на форуме в Москве были подписаны исторические соглашения, имеющие стратегическое значение как для Татарстана, так и России в целом. Какие это соглашения, что они дают нашей экономике, в какие сроки их планируется реализовать? Обо всем подробно мы расскажем сегодня в нашей программе. Все по плану, все по графику и чуть-чуть с резервом. Инвестиции в развитие. Нижнекамск нефтехим заключил кредитное соглашение с консорциумом немецких банков под покрытие страховым полисом Ойлер Гермес. В Нижнекамске будет построена новая электростанция мощностью 495 мегаватт. Основной рост – это наш нефтехимический, нефтегазовый сектор. И мы будем эту тему развивать дальше. Таиф и Сименс – стратегические партнеры. Историческое соглашение о сотрудничестве. Какие возможности открываются и почему немецкому концерну так интересна татарстанская нефтехимия? Мы должны искать и предлагать инновационные продукты, которые в России не производятся. Пластики – курс на устойчивый рост. Как развивается это направление на Нижнекамск нефтехимии? Специалисты расскажут. Форум «Российская энергетическая неделя» – главное мероприятие в области энергетики в стране, но и в мировом масштабе это заметное событие. То, что профессионалы отрасли собираются именно в Москве, никого не удивляет, ведь Россия – крупнейшая мировая энергетическая держава. Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объемам выработки электроэнергии и добычи угля. Поэтому для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики. Каковы основные тренды этих изменений, давайте обсудим. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления. Но есть и другая тенденция. Сегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. На них приходится уже более половины всех вводимых в мире мощностей генерации. К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23%. Еще одной ключевой тенденцией станет снижение энергоемкости экономики. Хотя острые дискуссии в энергетическом сообществе на этот счет продолжаются, большинство экспертов сходятся во мнении, что ведущую роль в энергетике в ближайшие 20-25 лет будут играть углеводороды. О чем еще говорили на Российской энергетической неделе, как российские эксперты и аналитики оценивают будущее отечественной энергетики и ТЭК, расскажем прямо сейчас. Дискуссии на тему, каким будет мировой энергобаланс в ближайшем будущем, продолжаются. И площадка форума Российской энергетической недели для таких разговоров – идеальное место. Традиционно на форуме много разговоров о так называемой чистой энергетике и возобновляемых источниках энергии. Энергии солнца, энергии ветра. Это одно из самых перспективных направлений, и все развитые страны сделали курс на него.
Более половины всех вводимых мощностей генерации приходится на так называемую чистую энергетику. Но в то же время эксперты делают и другой прогноз. Традиционные углеводороды в ближайшие 25 лет будут играть ведущую роль в энергетике. По всем прогнозам, нефть и особенно газ будут самыми востребованными ресурсами. Газовая эра уже наступила, делал оценки министр энергетики России Александр Новак на панельной дискуссии, в которой приняла участие и делегация из Татарстана. Цифры говорят сами за себя. За последние 10 лет добыча природного газа в мире увеличилась на 21%. Мировая торговля выросла на 46%. А быстрее всего растет рынок сжиженного природного газа, который прибавил аж 70%. Эксперты заявляют, такая динамика, скорее всего, сохранится и дальше, потому как и технологии добычи газа совершенствуются, и спрос растет. Не только в Европе и в США, но, что все более очевидно, в Азии. Более чем 3 раза мы ожидаем, что по оценкам экспертов вырастет потребление газа в Китае, то есть на 447 миллиардов кубометров газа, это почти треть от общего объема прироста потребления. США 446, тоже значительный объем. В Азии 197 миллиардов, это без Китая. И Европа, мы ожидаем порядка 70 миллиардов кубических метров газа. Россия сейчас явный лидер на глобальном газовом рынке. Мы и добывать умеем, и с надежными средствами доставки сырья у нас все в порядке. Как и по другим направлениям мировой энергетики, положительная динамика в угольной промышленности, нефтедобыче, производстве электроэнергии. А вот что касается переработки ресурсов внутри страны, той же нефти и газа, здесь мы пока отстаем. Между тем, нефтехимия сейчас один из самых динамично растущих секторов экономики. Татарстан сделал ставку на это направление и не прогадал. О последних достижениях здесь рассказал на одной из сессий форума президент республики Рустам Минниханов. Рустам Нургалиевич, в частности, отметил, что лет 15-20 назад Татарстан можно было смело отнести к нефтяным регионам. Сегодня мы, очевидно, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая республика. Судите сами. Из 35 миллионов добываемой в Татарстане нефти 16 миллионов, то есть почти половину, мы уже перерабатываем внутри страны. Но этот показатель в самое ближайшее время будет превзойден. У нас, как вам всем известно, работают две крупные группы. Группа компании «Татнефть», группа компании «Таиф». За вот это время, с 1999 года, инвестиции на новые проекты, на углубление, на переработку составили 1 триллион 300 миллиардов рублей. Последние 5 лет, вот если взять, это 710 миллиардов рублей. Это говорит о том, что точка роста нашей республики – это нефтехимический комплекс Нижнекамск-Нефтехим. Это крупнейший производитель мономеров был. Сегодня он производит и расширил всю гамму каучуковой линии. И дальше мы будем развивать. И, конечно же, крупнейший производитель полистирола, полиэтилена, АБС-пластика. Нижнекамск вообще может стать зоной роста нефтехимии не только в масштабах Республики Татарстан, но и всей России. Уже сейчас компания «Нижнекамск нефтехим» реализует порядка 2,5 миллиона тонн товарной продукции в год, а по целому ряду направлений, в частности по синтетическим каучукам и пластикам, является одним из лидеров в стране. Но в планах еще больше уйти в отрыв от конкурентов после строительства нового олефинового комплекса в Нижнекамске. И это, к слову, весьма показательный пример. Реализация масштабного проекта идет совместно с зарубежными партнерами. Его финансовую базу обеспечивает консорциум немецких банков, который уже выдал Нижнекамск нефтехиму долгосрочный кредит на сумму 807 миллионов евро. То есть российский ТЭК не просто конкурентоспособен, он инвестиционно привлекателен, в том числе для иностранных партнеров. Мы спросили у экспертов на форуме, как они оценивают перспективы такого сотрудничества. Мы сталкиваемся с разными моделями поведения. Кто-то в испуге сворачивается и потом будет возвращаться, а другие находят возможность продолжать работать. И вот Siemens одна из таких компаний, и это показывает, что все-таки трудные времена в политике пройдут, а бизнес будет работать. Нам нужны не просто финансовые инвесторы, которые вложатся в бумаги, акции или облигации нефтегазовых компаний, нефтехимических, и так далее. Нам нужны технологии разработки, переработки, глубина переработки, которая на предприятиях Татарстана достаточно высокая, образцовая.
И тот же Таиф образцом может быть. Татарстан обладает очень мощной такой базой и очень важной инвестиционной привлекательностью. Безусловно, вот то, что президент Татарстана и компании активно привлекают инвесторов, инвесторы знают и хотят активно вкладываться в регион. Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. Для делегации Татарстана, которую возглавил президент республики Рустам Минниханов, эта российская энергетическая неделя прошла в режиме встречи и переговоров. Сначала был ряд панельных сессий по актуальным темам развития топливно-энергетического комплекса, затем участие в пленарном заседании, а главным результатом форума в Москве стало подписание соглашений с нашими зарубежными партнерами. Это действительно исторические документы, которые имеют огромное значение для экономики республики и всей России. Нижнекамск нефтехим подписал долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Оллер Гермес на сумму 240 миллионов евро для финансирования контракта Siemens в рамках проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 мегаватт. Кроме того, компании Таиф и Siemens подписали соглашение о сотрудничестве. Все подробности в нашем репортаже. Для компании из Татарстана Siemens – стратегический партнер, а с группой Таиф и с Нижнекамск нефтехимом у немецкого концерна сложились давние и доверительные отношения. Соглашение о реализации совместного проекта по строительству новой электростанции под ключ в Нижнекамске мощностью 495 мегаватт стороны подписали еще в декабре прошлого года в штаб-квартире Siemens в Мюнхене. Эффект от реализации проекта сулит огромные выгоды. Нижнекамск нефтехим получит самое надежное и современное энергооборудование от Siemens. Полностью закроет вопрос с обеспечением энергии всех своих действующих и вновь вводимых производств. Ну и кроме того, решит ряд экологических проблем. Особенностью электростанции является возможность работы на синтетическом газе, побочном продукте нефтехимического производства, что приведет не только к значительной экономии затрат заказчика, но и к снижению вредных выбросов. Да, действительно, это важный аспект. Во-первых, применяется в данном случае самое современное оборудование, то есть парогенераторная установка, и топливом для данной установки будут являться наши продукты переработки попутных нефтяных газов. И это значительно снизит воздействие на окружающую среду. Мы начнем даже, наверное, не сколько с экономики, сколько с экологии. Сингаз, который раньше просто сгорал или выбрасывался, он теперь будет использоваться для производства электроэнергии. Соглашение же, подписанное на форуме Российской энергетической недели в Москве, означает, что Нижнекамск нефтехим получает долгосрочный кредит на строительство электростанции в сумме 240 миллионов евро от немецких банков на выгодных, можно сказать, льготных условиях. Сроком на 15 лет под гарантией кредитного агентства «Гермес» с одобрения Комитета Бундестага Германии. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все сроки строительства объекта и срок окупаемости в ходе эксплуатации. Мы ценим надежность компании Таиф и Нижнекамск нефтехим и профессионализм их руководства. Кроме этого, мы должны поддерживать немецкую промышленность и европейские компании в экспорте их оборудования и продукции. На той же площадке было подписано еще одно историческое соглашение между компаниями Таиф и Siemens. Нефтехимия, она требует много пары, много электроэнергии, нужны вот такие эффективные энергоустановки. Компания Таиф это определила, когда мы структурировали Татэнерго, как раз вот две станции выкуплена была компания Таиф, одна станция компания Татнефть. И мы убеждены и видим, насколько это было правильное решение. Сегодня практически на всех станциях прошла модернизация, и они пошли дальше. Вот на базе Нижнекамск нефтехима, значит, будет построена новая энергетическая установка, которая в том числе в виде топлива будет использовать те отходы нефтехимических производств, которые вполне, значит, дадут еще более конкурентоспособность нашим производствам. Это вот первое. Второе, это
любое современное производство нуждается в высокой надежности. Наличие энергетической мощности на месте – это самая большая гарантия. Ну и третье, мы не только внутренний рынок должны обеспечивать энергоресурсами, мы должны работать на рынке. Это дает возможность также работать на рынке. Я считаю, что очень продуманная такая системная работа компании. Не успели еще чернила высохнуть на судьбоносных для Татарстана документах, а мы уже в кулуарах форума вместе с российскими экспертами можем поговорить об их значении. В этом и особенность энергетической недели. Для короткого разговора можно ангажировать и министра, и крупного бизнесмена. С заместителем председателя правления газового монополиста Александром Медведевым мы встретились у стенда «Газпрома». То, что Таиф не только пережил трудные 90-е годы, но и вышел на лидирующие позиции в отрасли, отражает те экономические условия, которые созданы в Татарстане в полном соответствии, естественно, законодательству Российской Федерации, но используя все возможности, которые дает местное законодательство. Самое интересное, интригующее происходит в этих переговорных, обычно скрытых от глаз журналистов и рядовых посетителей. И только для нашей съемочной группы руководители Siemens и Таиф сделали исключение из правила. Живое общение больших компаний и стратегических партнеров, из которого мы узнали, что глава немецкого концерна Джо Кезер был впечатлен татарской кухней, а совсем недавно прочел книгу об истории татарского народа. Руководитель группы «Таиф» Альберт Шагабудинов очень доволен, как складывается сотрудничество, и рад, что его друг и партнер Джо с ним на одной волне. Что же касается проекта в Нижнекамске, все идет в соответствии с графиком. Все по плану, все по графику и чуть-чуть с резервом. Мы считаем, что группа компаний «Таиф» является очень надежным партнером, надежной компанией с очень сильным руководством. На самом деле, Siemens всегда за комбинацию нефтехимического производства и производства электроэнергии. В современном мире мы видим, что партнерство и локализация являются очень важными. Именно по этой причине мы с господином Шагабуддиновым договорились о расширении нашего партнерства, в том числе по вопросам применения цифровых технологий в энергетике. И всего несколько минут назад мы договорились, что будем работать над повышением эффективности действующих энергетических производств группы «Таиф». И мы на самом деле благодарны, горды, что мы работаем с такой компанией, и я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества. То, что на сегодня есть, то, что с помощью Siemens мы сделали, хорошо, но, к сожалению, жизнь с каждым днем более ускоряется и быстрее идет, и уже сегодня мы видим, завтра этого будет недостаточно. Вот с этим разговором, которые прозвучали в переговорах с Siemens, мы об этом, так сказать, обговорили, и надо работать. Аппетит приходит во время еды, чем больше у тебя появляется, 2 раза больше нужно. У нас мечта, чтобы Нижнекамский нефтехим был умножен 2 в 3, Казань-Орсинтов 2-3. То есть мы считаем, что точка роста нашей республики, да, машиностроение, агропромышленный комплекс, другие, но основной рост – это вот наш нефтехимический, нефтегазовый сектор. И мы будем эту тему развивать дальше. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры, финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана и люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Подчеркнем еще раз, эти соглашения знаменуют реализацию на татарстанской земле высокотехнологичных современных проектов. И что очень важно, в них активно участвуют иностранные партнеры, что еще раз подтверждает конкурентоспособность нашего ТЭКа, его привлекательность для стратегических капиталовложений. Для Нижнекамск нефтехима строительство новой парогазовой установки означает не просто дополнительные энергомощности, улучшение экологической обстановки. Это иная экономика предприятия, повышение его конкурентоспособности.
Сегодня компания является одним из флагманов российской нефтехимии. В год компания реализует около 2,5 миллионов тонн товарной продукции. Более половины этого объема составляют полимеры, синтетические каучуки и пластики. Сегодня на этом направлении, на пластиках, мы остановимся подробнее. Зарина Ахметова продолжит. Со временем позиции компании «Нижнекамскнефтехим» на мировом рынке становятся все более устойчивыми. Свою известность за рубежом предприятие в первую очередь получило благодаря производству синтетических и бутиловых каучуков. А вот для российских производителей наибольший интерес представляют нижнекамские пластики. И это неудивительно, ведь компания старается постоянно совершенствовать характеристики своей продукции. Отечественный рынок пластиков для нижнекамского предприятия является приоритетным. И здесь задача компании произвести такие марки, которые создадут уникальную нишу. В линейке выпускаемой продукции десятки наименований на любой вкус. Это различные марки полипропиленов, полиэтиленов, АБС-пластиков, полистиролов. Ежегодно завод пластиков «Нижнекамскнефтехим» совместно с исследовательской лабораторией предприятия занимаются разработкой и внедрением нескольких новых марок пластиков. Мы должны искать и предлагать инновационные продукты, которые в России не производятся. И это то, чем занимается наш научно-технологический центр вместе с производством и вместе совместно с коммерческой службой Нижнекамскнефтехим. Нужно сказать, что если говорить о последних наших новинках, то за ушедший год было разработано и промышленно освоено 3 новые марки. 2 это по полипропилену и 1 по полиэтилену. В процессе разработки сотрудниками лаборатории учитываются современные требования рынка и отдельных потребителей. Новые марки приобретают уникальные свойства, необходимые в производстве той или иной продукции. Так, новой марки полипропилена 8440R характерна высокая ударопрочность и жесткость, что делает ее незаменимой в производстве гибкой упаковки, тары, контейнеров, детских игрушек и многом другом. Что касается второй марки полипропилена, то это марка 4222L. Мы ее сделали буквально недавно на заводе пластиков. Это рендомсополимер. Отличается он, более высокой эластичностью. Это продукт мягкий, то есть за рубежом такой продукт называют софт, то это софт-продукция, которая используется для биаксиально ориентированных пленок, то есть BOPP пленок, для каст-пленок. Эти полипропиленовые пленки, они как раз отличаются тем, что обладают повышенной прочностью на прокол, например, барьерными свойствами повышенными, повышенной термостойкостью. И поэтому этим определяется область применения таких пленок. Например, упаковка пищевых продуктов, упаковка товаров народного потребления, упаковка моющих средств. Примеров применения продукции из полипропилена великое множество. И самое интересное, что все они находятся вокруг нас. Слюда, в которую заворачивают букеты цветов, мешки со стиральным порошком, упаковка для продуктов, крышки, дозаторы для бытовой химии, утеплитель для фасадов и многое другое. Можно сказать, что продукция Нижнекамскнефтехима объединяет абсолютно разные сферы жизни человека. Такое пикантное изделие, скажем так, в медицине используется, это рандомсополимер. Рандомсополимер массовый, 44-45S, мы его там в очень большом количестве, тысячами тонн производим. Это одна из областей применения. Но прежде чем направить продукт потребителю для производства, его тестируют в лаборатории. В ходе испытаний исследуется качество сырья и продукта в целом. В процессе проведения полимеризации в этом 1-литровом реакторе мы получаем порошок белый. Этот порошок мы оцениваем, выход этого порошка, активность полимеризационной системы. Ну и, конечно же, потом мы этот порошок анализируем и на различные характеристики. Само производство полипропилена представляет собой непрерывный процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый – это полимеризация пропилена с применением катализаторов. При температуре 70-75 градусов в реакторе образуется белый порошок полипропилена, который далее поступает на узел экструзия. Где происходит добавление, расплавление этого порошка, добавление добавок, которые стабилизируют этот порошок.
Вот. И нарезка гранул. Готовые гранулы полипропилена далее поступают в силос для хранения. Объем одной такой емкости составляет 300 тонн, что приравнивается к одной партии готовой продукции. Далее системой пневмотранспорта полипропилен отправляется в упаковочный цех. Здесь он фасуется сначала в мешки, а затем формируется в блоки для отгрузки потребителю. В месяц цех производит более 18 тысяч тонн полипропилена. Несмотря на то, что на рынке полипропилена в России наблюдается профицит, нижнекамская продукция набирает популярность у потребителей. Нижнекамский полипропилен пользуется повышенным спросом и практически полностью реализуется на территории нашей страны, родного отечества, и вот в странах ЕАЭС. Это обусловлено тем, что как раз задача Нижнекамск нефтехим производить то, что не производят другие наши конкуренты в России, и замещать импортные материалы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». «Черное озеро». По будням в 21:00.